Открывая совещание, генеральный директор РУП «Черноморэнерго» Михаил Логуа назвал ситуацию, сложившуюся в энергетике страны, крайне сложной. Несмотря на множество мер, принятых правительством и специалистами Черноморэнерго, нагрузки в сетях продолжают расти. К большому нашему сожалению, все те мероприятия, которые давали какой-то, можно его назвать сиюминутный эффект, это, к примеру, то, что мы проработали с операторами сотовой связи под Новый год, то, что мы периодически работаем с правоохранительными органами, главы администрации на местах нам помогают. Судя по тем нагрузкам, которые мы имеем, эти мероприятия не дали должного эффекта. Напротив, нагрузки увеличились. В связи с этим вынужденные меры, то, что мы вынуждены, чтобы сберечь оборудование подстанции, чтобы не допустить более серьезных последствий, когда наши люди могут остаться на этих участках без света в случае аварии, подобной той, которая была на Сухум-1, на очень длительный промежуток времени, мы вынуждены по нагрузкам обесточивать население, что вызывает крайние неудобства. Из-за перегрузок свет отключают по нескольку раз на несколько часов в сутки во всех районах республики. Основные причины – пресловутые майнинговые фермы и холода, с наступлением которых потребление энергии по стране увеличилось. Мы со своей стороны, как администрация города, тоже предпринимаем меры определенные. Вчера, позавчера, после совещания в администрации президента, мы дали указания всем подразделениям администрации, или так или иначе, которые соприкасаются с администрацией, объекты, переданные в аренду, с жесткими требованиями пресекать всех, кто там устанавливает или может установить аппарат по добыче криптовалюты. Хочу вас всех тоже попросить, и мы все давайте плотнее работать. То есть это в режиме постоянного взаимодействия, потому что без этого точно ничего не получится. Понятно нам всем, что наступили холода, сколько они продлятся, сейчас тоже говорить тоже сложно, ожидается потепление несколько дней, дальше что будет, тоже вопрос большой. Поэтому все-таки надо обратиться к населению, пользуясь случаем, обращаюсь к населению, чтобы воздержаться от использования теми приборами, которые не так часто пользуются. Потому что все это вместе дает серьезные нагрузки на наши сети. Только так, наверное, по-другому мы никак не сможем исправить ситуацию. Энергетический кризис в Абхазии стал одной из обсуждаемых в обществе тем. Отключение электроэнергии, за исключением аварий, производится по нагрузке. Дело дошло до того, что сами жители требуют составить график отключений. Однако в нынешних условиях, как говорят специалисты, его введение пока не представляется возможным. Здесь накладка трех серьезных проблем. Это ограниченного перетока с Российской Федерацией, который приходится очень такую существенную нагрузку снимать со всей Абхазии. Вторая – это перегруженность трансформаторных подстанций. Если мы даже начинаем вот так пофидерно отключать, тот фидер, который прошел этот график, мы включаем его, перегруз идет, он автоматически отключается. И потом получается, что он сидел час или два без электроэнергии, опять остается без, и поэтому не получается составить какой-то график определенный. Я думаю, все-таки люди должны иметь надежду на то, что в ближайшее время, может даже через неделю, может чуть больше, все-таки какой-то график надо будет предусмотреть, посмотреть по объемам, по нагрузкам, проанализировать. Я сейчас не собираюсь кому-то давать какие-то рекомендации, но все-таки, как пожелание такое, может, прогнозируемость, она даст свои эффекты. По словам директора филиала энергосбыта Даура Делба, работа по отключению майнинговых ферм продолжается. Рейды проходят ежедневно и дают эффект, однако он, как правило, кратковременный. К сожалению, отсутствие каких-то нормативных жестких актов и закона не позволяет одномоментно сейчас решить эти проблемы. Случается так, что сегодня люди выезжают, отключают фермы, в течение какого-то времени не подключаются. Бытует такое мнение, что подключают их наши сотрудники, но я должен вас уверить в этом, что подключиться даже к высоким сетям достаточно легко и просто. В Абхазии есть много предложений
от частных лиц, которые это делают за определенную мзду, очень легко и просто. Есть вышки, которые нам не принадлежат, которых много в стране. Есть энергетики, электрики, которые не работают в Черноморэнерго, но занимаются этим. То же самое касается, кстати, и сетей, и провайдеров. Очень легко и просто нанять человека, айтишника, который за небольшие деньги обойдет все ограничения. Несмотря на запреты, добытчики криптовалюты продолжают свою незаконную деятельность. Майнинг в Абхазии набирал обороты из года в год. Фермы различаются между собой габаритами и мощностью. Несмотря на кажущуюся небольшую нагрузку, мелкие криптофермы довольно ощутимо нагружают электросети. Мы сегодня не можем дать точного прогноза, назвать точную дату, когда мы выровняем ситуацию. Это связано со многими факторами. Нам могут справедливо сказать, что эти нагрузки связаны с нашей недоработкой в плане той же незаконной деятельности, незаконного подключения к нашим сетям. Да, действительно, это так. Но, как мы всегда говорили, да, ну не может такого быть, что один электрик там где-то на местах ходил, все отключал, все подключал с 17-16 года, когда это явление началось, а все остальные хлопали в ладошки и мило улыбались. Ну, быть такого не может. Точно так же и сейчас мы должны, как вошли, как попали в эту ситуацию, которая носила накопительный характер, точно так же и сейчас мы должны все вместе из нее выйти. Поэтому очень радует то, что пример тому, что Беслан Федорович сегодня находится здесь, это отношение глав администрации. Такое же отношение и у его коллег в районах. У нас очень хорошее взаимодействие с центральным аппаратом Министерства внутренних дел, службы государственной безопасности, что тоже обнадеживает. Надеюсь, все эти меры, нами представлены предложения Министерства экономики, ну и, соответственно, надеемся, они будут рассматриваться в правительстве. Решение этой проблемы – это комплекс мер, начиная от границы, продолжая внесениями изменения в законодательство, выработкой четкого механизма работы, задействование таких структур, как энергосбыт с обеспечением соответствующей техникой, людьми, которые 24 часа в сутки должны над этим работать. Но и сегодня мы не будем сидеть сложа руки и по городу Сухум, Беслан Федорович, и по всем другим районам. Мы будем работать, мы будем иногда даже сверх, наверное, нашего функционала, скажем так, действовать, без всяких исключений. На базе Черноморэнерго работает справочная служба. Все интересующие вопросы можно задать по телефонам +7 940 730 0220, +7 940 930 0220. Эсма Голанзе, Тимур Гугохи, Абхазское телевидение.